Так, Русик Раисов. Аслан, слышал телефонный разговор Дугазаева и Минкая. Что скажешь на это? Ну, это несколько лет назад этот разговор был записан, как я понял. И он составлен, как мне Минкайл об этом сказал, этот разговор вырезан из этих там и так далее. Я как раз хотел бы вот по поводу вот этого деятеля поговорить. Его имя называть мне просто противно, да. Тут есть разные люди, которые, возомнив себя какими-то мужчинами, кого-то называют мужчинами, кого-то выводят из мужества. Так вот, здесь есть клопообразные, как их Дудаев называл, да, клопообразные существа, которые угрожают людям, которые тут вызывают там на бой какой-то там, вызывают там, не говорят, конечно, что один сам конкретно придет, непонятную такую речь я слышал, да, вот, ну, я много слышал непонятных речей, много косноязычно слышал. Ну, вот такого вот непонятно закрученного я вот очень долго пытался разобраться, что к чему. И хотел бы напомнить, что тут есть право, закон, да. Если бы не было бы права закона, мне было бы достаточно просто намекнуть. Просто намекнуть. И было бы совсем все по-другому. Но так как здесь есть закон и право, никто не имеет права угрожать блогерам, правозащитникам, и тем более клопообразное существо, клоп по факту, оценивать мужские достоинства, человек, который равен насекомому, не имеет права. Соответственно, с этим клопообразными я буду решать в соответствии с действующим законодательством Германии. Никто не вынудит и не спровоцирует меня нарушить законодательство. Я всегда буду придерживаться немецкого законодательства, так как я дал согласие, когда просил политическое убежище, соблюдать закон и уважать немецкие законы, а я, как мусульманин, должен соблюдать договоренность, которая у меня заключена. И как юрист, правовед, как защитник прав, я должен это соблюдать. Поэтому клопообразным разным я попросил бы лишний раз себе статью не делать здесь, потому что я буду решать все в соответствии с законом.